Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Добро пожаловать в мой канал. Хочу сообщить вам, что 30 декабря 2025 года глава администрации президента Республики Таджикистан Узудар Рахмон оказала финансовую помощь матери погибшего Кобилджона Алиева Нилюфару Сафоевой в размере 300 тысяч сомони. Это примерно 30 тысяч долларов. А неделю назад, то есть 22 декабря 2025 года, мэр города Душанбе Рустами Эмомали подарил матери погибшего Кобилджона двухкомнатную квартиру в центре города Душанбе со всеми удобствами. Также местный таджикский предприниматель Умар Алиматов обеспечил ей постоянное рабочее место с зарплатой в 1000 долларов в месяц. Напомним, что кроме всего этого, многие неравнодушные люди со всего СНГ и со всей России открыли сборы и оказали финансовую помощь матери Кобилджона Алиева. Конечно же, никакие деньги и никакая финансовая помощь, никакие квартиры, деньги, даже весь мир, если ей подари, это не вернет ей ее ребенка. Но хорошо, что есть неравнодушные люди со всего СНГ, со всей России и со всего мира, которые хотят помочь этой матери, и вся эта помощь финансовая, моральная, материальная, она облегчит ей дальнейшую жизнь, потому что у нее еще есть сын, младший брат Кобилджона, которого она должна вырасти. Напомним, что 10-летний Кобилджон Алиев учился в Успенской школе в Одинцовском районе Московской области Российской Федерации и 16 декабря был убит со стороны 15-летнего подростка-нациста этой же школы, просто из-за того, что он был таджиком, то есть не русским. Это жесть, конечно, в 21 веке убить человека просто из-за цвета кожи, цвета волос. Кстати, отец убийцы оказался членом так называемой русской общины. И скорее всего в этой семье царила нацистская шовинистская атмосфера, которую и впитал в себя этот 15-летний подросток. И в итоге совершил этот чудовищный поступок. Как вы думаете, какое наказание он и его родители должны получить за этот поступок? Напишите в комментариях. На этом на сегодня все. Всем мира и добра.